Друзья, еще раз привет. Сегодня проезжали по Чолпоноте мимо парка нового. Как-то осенью я снимал про него видео. И решили зайти прогуляться по нему. И мы что увидели? Обновление. Очень много скульптур национальных, абстрактных каких-то. В общем, хочу вам это все сейчас показать. Это тропинка со стороны улицы Горького. И вот там пляж городской рядом. В общем, начинается здесь вот с такой скульптуры. Такой мальчик с отцом, наверное, или девочка даже. Наверное, не девочка, да, девочка, скажите, называется «Первый учитель». Шайкеев Чингис, автор. Тут следующая такая. Видим с биноклем мужичок с портфелем, но босоногий. Такой фуражки. Период, наверное, советской власти. Называется Нургазы. Ну, наверное, это какое-то произведение, но я не знаю, не скажу. Герой какого-то произведения. Или, может быть, реальный герой. Здесь вот тополек мой в красной косынке. Русское название. Андабек Улу Амурбек. Автор. А вот фигура человека внутри камня. Интересно. Да, так вот. Как будто его руки обнимают камень. Наверное, это так и было задумано. А, тут два человека друг с другом руками держатся, друг друга за руки держат. Получается так. Интересно, замысел. Так, следующее мы что увидели? Легенда о птице Донебай. Легенда о птице Донебай. И тут мы голова быка, походу, да, с кольцом. Человек и птица на голове у человека. Интересно. Следующий сейчас. Ну, тут как бы все ухожено, все всем следится, конечно же. Чисто. Мусорки, как все было изначально. Так все и выглядит. Давайте к этому подойдем. Такой вот верблюд с человеком с луком. Называется «Дольше века длится день». Ну, это, наверное, автор Абдиев Болоткан. Это тоже, наверное, повесть такая, по-моему, есть у Чингиза Айтматова. Здесь вот красноармеец, наверное, на фронт уходит. Сейчас называется «Лицом к лицу». Расулов Кутман, автор. Да, скорее всего, провожает на фронт своего любимого. Такая вот фигура. Почему-то здесь опрыскиватель. Наверное, временно, конечно, здесь он стоит. Женщина, сейчас посмотрим, как называется. Толгунай тоже, наверное, все должны про нее знать. Пазылов Урустомбек. Ну да, кто
увлекаются, знают. А здесь вот девушка, наверное, с яблоком. Мы такое видели, по-моему, в Авроре, что-то похожее. Да? Красное яблоко. Автор Маматкулов Равшанбек. Следующее. Журавли. Да, вот тут журавли летят, расправив крылья. Ранние журавли. Калматов Абдисапа. Сейчас еще одно. Данияр и Джамиля. Иманбаев Бакыт. Да, вот такие вот две фигуры. Пары молодой на колесе. Тут вот фигуры двух волков. Наверное, волки, да, с волчатами. Плаха. Тоже плаха, это точно. Чингис Айтматов. Бакачиев Марлен, автор. Брызгает прям дождевалка. Даже с двух сторон брызгает на волков. Под волков, то есть с волчатами. Дальше идем. Вот так вот все поливается, что нужно и что не нужно. Ну, больше что в основном, где нужно, тоже не поливается. Короче, потерявший память называется вот это произведение. Турдалиев Эмиль. Вот так, смотрите. Еще, по-моему, манкуром называют таких людей. Вот. Это история. Сейчас. Так вот человек в цепях держится за голову, который забыл своих предков, забыл свой род, только от этого страдает. Да, вот тут такая фигура сидящей девушки с косами длинными, но тоже с босыми ногами. Да, вот называется Мырзагуль Жароев Арзымат, автор. Все очень красиво. Сейчас еще к одному подойдем. Вот такая вот странное произведение, странная фигура. Тут рука и косичка, вроде бы и две косички, да. Еще вот нога, живот. Специально живот, что ли, треснутый такой. Сейчас посмотрим, как это называется. И одежда есть вроде бы какая-то. Название этому произведению Икс-роды.
Кибен Улу Нурлан. Ой, Кебек, извиняюсь. Вот такая вот архитектура, так сказать. Конечно же, не архитектура, а искусство такое. Еще тут есть вот, сейчас скажу сначала название. Джоламан. Жевгалбек Улу Чинтемир. Такой вот человек на верблюде. И голубь, наверное, голубь, ну в общем птица, сидящая у него на руке. Идем к следующему. Такая вот фигура девушки. Ну, косы очень длинные. Сама очень стройная. Сейчас посмотрим, как она называется. Делберим. Автор Ажиев Садабек. Красиво. А вот здесь еще произведение одно. Автор Усукеев Айдарбек. Сары Азекский стон. Страдающая фигура человека с орлом рядом, сидящим. Да, он заключен, наверное, закован, что-то связан, наверное. Наверное, это не орел, а стервятник какой-то, который убивать его будет, если он еще живой. Идем к следующему. Здесь мы подошли к фигуре под названием Пегий пес, бегущий край моря. Тоже, наверное, какое-то произведение. Назарматов Меддербек, автор. Вот так вот выглядит это произведение, это скульптура. Ну, это, наверное, житель Крайнего Севера. На лодке. Идем дальше. А, вот тут старик с колесом. Или, наверное, с колесом или с жерновами. И с сеном. Ну, не с сеном, наверное, с хлебом. С пшеничным снопом. Старик. Тоже, наверное, все известный многим. Танабай. Тактабаева Рахат. Автор. Люди тоже снимают здесь. Мы их тоже снимаем. Они все остальное снимают. Сейчас еще по-моему, где-то что-то я видел. Вот еще одно. Наверное, больше не увидим, мы не найдем новых.
птицы, человек. Султан Мурат называется. Османалиев Мирланбек. Автор. Вот и все. В общем, пруд. Мы много рыбаков здесь видим. Не буду вам показывать, в общем, все остальное я уже показывал в прошлых видео. В общем, такой парк мне очень нравится. Современно, полезно. Как бы очень все хорошо. В общем, вот что новое я увидел, хотел вам показать. Так что, если понравилось, я буду очень рад. Всего доброго, всем здоровья и удачи во всем. Пока.